Салам алейкум, хурматли милләттәшләр, һаумыгыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, интересный гость, мой знакомый, один из известных политических деятелей российской оппозиции, русский националист, в прошлом лидер организации Лига обороны Москвы, член Совета Форума Свободной России, а также бывший член Координационного совета российской оппозиции Даниил Константинов. Даниил, добрый день, рад тебя видеть. Всем привет, спасибо, взаимно. Даниил, прежде чем начнем говорить о сегодняшних текущих событиях и вопросах, которые нас как объединяют, так и разъединяют, хотел бы поговорить сперва о прошлом немножко. Вопрос как к члену Координационного совета российской оппозиции, который был сформирован в свете тех событий, которые произошли в 2011-2012 годах, протестные вот эти вот события. И самые протестные события тогда прошли в декабре 2011 года, после так называемых выборов в Госдуму, которые прошли массово, сфальсифицированные, которые были очень сильно достаточно. Это вызвало волну возмущений. Вы были одним из участников всех этих событий. И вопрос такой. Вот некоторые эксперты, участники тех событий говорят о том, что тогда был реальный шанс снести власть. Другие говорят, что уже тогда не было никаких шансов. Вы, как участник тех событий, как считаете, был ли шанс снести власть тогда? Долгие годы после этих событий и до начала войны в Украине я считал, что такой шанс был. Я был уверен, что надо было действовать решительнее, радикальнее, что надо было в ходе тех протестов оставаться в центре Москвы, устраивать другие форматы митингов, несанкционированные митинги, наращивать массу протестующих, блокировать основные административные здания, такие как там избирком, Государственная Дума, администрация президента и так далее и тому подобное. Были, кстати, люди, которые к такому развитию событий призывали, ну, скажем, Эдуард Лимонов, который вот зарубился тогда с лидерами либеральной оппозиции по поводу места проведения первого крупного митинга. Площадь Революции или Болотная площадь. И я считал вслед за многими, что если бы мы действовали решительнее тогда, то у нас был бы шанс власть опрокинуть. Но когда Путин начал широкомасштабное вторжение в Украину, я несколько скорректировал свое мнение. Потому что, как выяснилось, и он, и его команда – это люди, которые готовы зайти в своей борьбе за власть, в желании реализовать свои цели очень далеко, если не сказать бесконечно далеко. Они готовы в том числе применять насилие очень и очень широко. И я задумался, если они готовы применять это насилие вовне, на территории Украины, суверенного, независимого государства, общепризнанного миром, с границей установленной, подтвержденной многочисленными международными договорами, то что им мешает применять это насилие также широко внутри? И кроме того, я вспомнил отдельные события, которые происходили вне России, ну, скажем, вот историю с Асадом в Сирии, то, как он широко применял насилие и как его поддерживал Путин в этом, кстати говоря. И я понял, что, скорее всего, если бы мы зашли дальше в своих тогда действиях, наверное, мы точно не знаем этого, но, наверное, он бы применил силу. Вплоть до применения армии на улицах российских городов. И я думаю, что это могло бы закончиться очень плохо. История знает такие примеры, ну, например, Тяньаньмэнь в Китае, или тот же 93-й год в Москве, когда применялось широко оружие, насилие, когда использовались армейские части, танки и так далее. Поэтому вот сейчас, думая об этом, мне кажется, что эти люди готовы очень далеко зайти в защите своих интересов, скажем так. Поэтому сейчас мне кажется, что для того, чтобы этот режим свернуть, для того, чтобы его демонтировать, нужны
масштабы событий больше и вовлечение общественных сил больше, чем это было тогда. Я напомню, что тогда в основном все ограничивалось Москвой. На улице Москвы вышло только порядка 100 тысяч человек из более чем 12 миллионов жителей. Регионы поддержали весь этот процесс слабо, широкого движения по всей стране не было, реального раскола элит не произошло, силовые структуры сохранили свою монолитность, ну и так далее, и так далее. Вот чтобы этот режим был демонтирован, как мне кажется, все эти вещи должны быть наоборот. Должно быть более массовое выступление, должны быть выступления по всей стране, а не только в Москве или в Питере. Они должны носить такой сильный характер, чтобы федеральный центр не мог с ними справиться поодиночке. Должны быть силы в верхах, которые поддержат этот протест. И, конечно, раскол силового корпуса государственного аппарата. Это очень важно. Вот пока не будут достигнуты такие показатели, мне кажется, что свернуть этот режим будет очень сложно. Вот данный координационный совет, где вы были членом, но, насколько я знаю, вы в нем не принимали участие, потому что на тот момент, Даниил, ты сидел в СИЗО из-за, скажем, повешенного на тебя дела, фальсифицированного дела. Якобы ты убил человека, но у тебя было железное алиби, и через определенное время ты вышел. Но дело не сейчас даже не, как бы не в этом, а в том, что сам Координационный совет был сформирован и начал работу в октябре 2012 года. Не кажется, что слишком поздно? Не должен ли тогда был Координационный совет работать сразу после декабрьских событий 2011 года? Ну, конечно, Вообще, должен. был ли от него смысл Да? какой-то? Конечно, он должен был появиться раньше, но я хочу сказать, что попытки создать что-то подобное предпринимались и раньше. Был, например, так называемый гражданский совет, такой вот орган управления протестами, состоящий из разных политических групп, который формировался явочным порядком на территории помещения сетевого общественного телевидения. Была такая история. Но действительно приступили к формированию Координационного совета оппозиции слишком поздно. Сам он был довольно слабоват, и что самая главная ошибка на тот момент, как мне представляется, это был отказ от формирования координационных советов в регионах и на муниципальном уровне, то есть создание сети таких советов, и отказ от того, чтобы попытаться превратить этот координационный совет и структуру советов, которые могли бы быть созданы, в альтернативный орган власти. Вот об этом вообще почти никто не хотел думать и говорить, и поэтому в значительной степени все ограничивалось говорильней, потому что, во-первых, было поздно, а во-вторых, потому что на самом деле сами члены Координационного совета в массе своей не хотели брать на себя больше ответственности, больше рисков и превращать его в нечто большее, чем просто какой-то консультативный орган оппозиции. Вот в данном координационном совете были националистические силы, русские националистические силы, от которых, кстати, ты был также избран. И это было первое такое взаимодействие, когда либеральная оппозиция действительно осознала и поняла силу националистов. Или что-то раньше подобное было? И вообще в данном координационном совете не смотрели ли они на националистов как на маргиналов, как раньше всегда смотрели? Они пытались, конечно, смотреть на националистов как на маргиналов, но дело в том, что к тому моменту в Москве, прежде всего, не только в Москве, но прежде всего в Москве, уже давно проходили очень крупные националистические акции, в том числе «Русский марш», который показал, что у националистов довольно большая поддержка. Ну, например, в 2011 году, когда я был на «Русском марше» последний раз, там было порядка, наверное, 20 тысяч человек. Для того времени это было много. Все сейчас забывают, что с начала 2000-х до 2011 года очень низкая была активность в обществе. И брифингов вообще были очень маленькие, мизерные, и уличной активности почти не было. И поэтому 20 тысяч человек, там,
25, даже 15 тысяч человек. Это было по тем временам много. И в ходе протестов, которые потом возникли, тоже националисты занимали достаточно большой процент протестующих. Ну, может быть, треть или четверть от общей массы. Четверть, наверное, по моим прикидкам, на Болотной там и так далее. Поэтому уже тогда либералы поняли, что в одиночку им будет сложно. И, в принципе, смирились с тем, что придется блокироваться как с левыми, так. Но, конечно, они пытались доминировать в Координационном совете, да и в целом доминировать в оппозиции. И у них это получалось за счет больших ресурсов, а, за счет мощности, за счет того, что медиаплощадки работали на них, такие как «Эхо Москвы», там «Бизнес ФМ», крупные газеты некоторые, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому у них это получалось. За счет привлечения многих, скажем так, селебритис со стороны таких, как Парфенов, Акунин и тому подобное, которые, безусловно, как бы состояли в либеральном лагере, поэтому они, конечно, в общественном пространстве, в сознании доминировали. И тем не менее им пришлось договариваться, пришлось сотрудничать. И, в принципе, это был такой прообраз возможного формата сотрудничества, в том числе парламентского формата сотрудничества. Но, к сожалению, история пошла другим путем, и ничего этого уже не получилось в тот момент. Кстати, по поводу русских маршев. Действительно, русские марши были массовыми, особенно, ну и вообще русские националисты представляли действительно тогда силу. До раскола, который произошел в 2014 году, и тогда вот началась, когда оккупация Крыма, вторжение на Донбасс, так называемая «Русская весна», и русские националисты раскололись. Но вот именно по поводу русских маршев. Ты как участник этих русских маршев неоднократно в них принимал участие. И один из главных лозунгов русских маршев был «Россия для русских». Вот что вкладывалось в это понятие? Что значит «Россия для русских»? Сложный вопрос, на самом деле, потому что, как мне представляется, в этот лозунг тогда разные люди вкладывали разное понятие. Кто-то из радикалов, а я напомню, что были более радикальные силы, менее радикальные силы националистические, внутри отдельных организаций бывали разные взгляды на те или иные вопросы. Кто-то вкладывал в это понятие идею создания русского национального государства, такого по возможности моноэтнического. А кто-то просто использовал это лозунг как вот форму противодействия там, многонациональной идеологии какой-то, которая продвигалась тогда, или каким-то процессом там иммиграционным. Кто-то просто отстаивал позицию о том, вот я слышал лично своими ушами не раз фразу о том, что Россия для русских тоже прибавлялась. Ну, как бы, как объяснить тебе, как это все мыслилось? Очень долгое время в русском национальном движении преобладало мнение, что русские, несмотря на то, что они являются национальным большинством, в то же самое время являются народом угнетенным в России. Потому что как бы нет ни большого русского государства какого-то, ни маленьких русских республик или каких-то автономий, возможностей, или даже политических опций, вроде создания политических партий, русских движений и прочего, прочего, прочего. То есть считалось, что русский народ угнетен, и поэтому он должен как бы себе вернуть свои права, и отсюда вот проистекал этот лозунг. Я, кстати, сейчас, я и тогда не часто его использовал, почти не использовал, а сейчас я бы на самом деле воздержался от его использования, как, наверное, слишком резкого по отношению к представителям других народов России. Мне кажется, можно даже в борьбе за интересы русского народа обойтись без того, чтобы делать неоднозначные, резкие выпады, которые только добавляют двусмысленности и повышают, скажем так, возможности для критики русского национального движения. Поэтому, ну, видишь, как бы кто что вкладывал, по-разному.
Мгм. Кстати, вот по поводу русских национальных республик. Действительно, было такое мнение среди русского национального движения о том, что нужна русская республика или несколько русских республик. А, и было другое мнение, что вся Россия должна стать русской. То есть без национальных республик, вот такая моно-русское государство. И сегодня, так скажем так, такое мнение, оно очень часто превалирует. А, Я вспомню, когда мы с тобой участвовали в форуме «Свободной России», где первый раз познакомились. а, Это проходило, по-моему, 1-2 декабря 2021 года, еще там до войны оставалось несколько месяцев. А, Там у нас была секция, которая называлась «Национальная или многонациональная Россия. Самоопределение русских и других народов». Вот. Там я, когда выступал, высказался о том, что должна быть... Тогда, кстати, я не говорил вообще никогда ничего о независимости, о том, что нам нужна независимость и так далее. Я говорил о том, что Россия должна быть переформатирована на новых договорных условиях, и регионам, которые не имеют статуса республик, им нужно придать этот статус, то есть поднять до уровня национальных республик. Ты, кстати, поддержал тогда, я помню, эту идею и сказал о том, что а, нужна даже не одна русская республика, а несколько русских республик. И вот но с тех пор прошло много времени, 4,5 года прошло, и уже идет война полномасштабная, и многие национальные движения изменили свою риторику с федерализма до того, чтобы создать свои независимые государства. И то есть говорят о независимости своих национальных республик, о распаде России. Вот как ты относишься вообще к независимости национальных республик, к распаду России и к созданию нескольких русских государств, независимых государств? Смотри, я просто немножко раскрою свою позицию, которая была тогда. Я тогда считал, что российский федерализм очень асимметричен, что у многих народов есть свои национально-территориальные образования, республики, ну не только автономные края там, и так далее, но прежде всего республики, конечно. А у русских нет ничего. Их как бы статус конституционно-правовой, национально-территориальный занижен. И мне казалось, что русских регионов надо выровнять до того же статуса, который существует у национальных республик. А, Сейчас мне вообще это все кажется менее важным, честно говоря. А, Если обращаться ко второй части твоего вопроса, то я, конечно, как был, так и остаюсь противником распада России по многим очень причинам. Я считаю, что распад России может привести к колоссальным бедствиям для очень многих людей, кстати, как русских, так и нерусских, что последствия этого распада вообще непрогнозируемы и могут быть катастрофичными. И мне кажется, что в идеале, если это получится, то стоило бы Россию как единое государство сохранить. Но мы не знаем точно, как будут развиваться события дальше. Мы не знаем, какой ход событий будет даже в ближайшие годы происходить в России, поэтому точно загадывать очень сложно. Возможно, разные сценарии развития событий. Понимаешь, если, например, мы увидим, что путинский режим будет мягко трансформирован, ну, к примеру, будет устранен Путин правящей элитой, но при этом сохранена общая государственно-правовая рамка, ну, то есть примерно такой же режим, но без Путина, с той же структурой страны, с теми же органами власти и прочее, то тогда, скорее всего, распада России или даже отделения каких-то частей от нее не будет. Это будет просто невозможно, потому что федеральный центр будет контролировать ситуацию довольно жестко. Если же в России произойдут какие-то более масштабные события уровня того, что происходило в 1917 году или, например, в 1991 году, и все пойдет в разнос,
и реально начнется борьба многих народов России за отделение именно, и этот процесс невозможно будет контролировать, то, конечно, придется как-то договариваться. Ну, вот смотри, что я имею в виду. Если, допустим, мы окажемся в положении белого движения в период гражданской войны, которая стояла перед выбором, признать или не признать те или иные права народов на самоопределение, на независимость, то я бы не совершал ту ошибку, которую совершили они. То есть в ходе реальной борьбы за Россию, если придется с кем-то договариваться и предоставлять кому-то, ну не предоставлять, а признавать независимость, это надо будет сделать для того, чтобы, так сказать, победить в большом деле, для того, чтобы сохранить то, что можно сохранить, и что-то из этого дальше сделать. Но понимаешь, опять-таки, сейчас сложно говорить, как это будет выглядеть. Мне кажется, что в идеале хорошо бы было собрать учредительное собрание, которое определится с национально-территориальным устройством, государственным устройством, может быть, вынесет какие-то вопросы на референдум, который будет решать уже, э, как это все будет выглядеть. Но мы просто реально не знаем будущего. Мы не знаем, как это все будет развиваться, понимаешь? То есть, грубо говоря, если отвечать очень просто, в идеале я бы единство России сохранил. Если это будет невозможно, значит, надо будет договариваться и признавать независимость тех или иных республик, субъектов федерации. И, наконец, если ты меня хочешь спросить о том, готов ли я давить танками и проливать кровь людей для того, чтобы сохранить территориальную целостность, нет, не готов. Я считаю, Нет, у что с меня другой танками, вопрос. пролитием крови надо заканчивать уже в нашей истории. Мне кажется, мы этого уже нахлебались достаточно. Нет, у меня другой вопрос. А зачем тебе цельная Россия? Для чего? Зачем тебе Чечня, Ингушетия, Якутия, Башкортостан, Татарстан? Для чего? Смотри, когда мы говорим по отдельности о каждом регионе, может возникнуть впечатление, что и не зачем. Ну, действительно, зачем мне Чечня? Что, собственно, медом намазано в Чечне для меня. Я там даже никогда не был. Но, на мой взгляд, выход одного, двух, трех субъектов федерации из государства может повлечь за собой просто такой хаотический процесс распада, который может привести к полному уничтожению государства как такового, что, как я уже сказал, может за собой повлечь очень плохие последствия для огромного количества людей. Потому что Ну, могут возникнуть многочисленные гражданские, этнические, межконфессиональные конфликты, потому что во многих республиках существует смешанное население, и в случае отделения и проведения какой-то другой политики могут возникнуть конфликты внутри этих республик, потому что могут быть конфликты между вновь возникшими государствами, потому что будут разорваны устойчивые хозяйственные, культурные и иные связи между регионами, потому что на территории бывшей России могут возникнуть десятки границ, таможен и тому подобное, и люди, которые были связаны узами, даже родства, например, могут не попасть просто из одной части России в другую. Ну вот представь себе, когда мне говорят, что Россия должна распасться по границам субъектов федерации действующих, у меня возникает вопрос, а знают ли эти люди, которые так утверждают, что Москва и Московская область – это разные субъекты федерации? А я еще есть думаю, там Тверская, что грамотные люди знают. Новгородская. Тогда у меня вопрос, а зачем нам нужны границы между Москвой, Московской областью, там, я не знаю, Тверью, Тулой, Новгородом, Псковом, Рязанью и прочее, прочее, прочее. Вот зачем простому человеку это все нужно? Зачем мне, например, чтобы проехать из Москвы в Тверь, пересекать две границы? Ну вот зачем? Какой в этом рациональный Я, смысл?
давай я попробую ответить на вопрос. Давай. Смотри, Даниил, я считаю, что те, которые говорят о том, что должна распасться по всем субъектам, которые на сегодняшний момент есть, ну, до момента, до 2014 года, скажем так. Я думаю, что они не считают, что должна отдельно жить там, скажем, условно, Тверская область от Московской области, а Москва от самой Москвы, Московской области, там, Ленинград Ленинградской области от Санкт-Петербурга. Нет, конечно. То есть те, скажем, субъекты, которые сами по себе слабы, я уверен, они не смогут в одиночку выжить. Они в любом случае начнут договариваться, как-то совместно координироваться. Ну, жизнь сама заставит. Вот. Поэтому это, ну, логика сама подсказывает, что так оно и будет. По-другому просто не может быть. Никто не собирается там жить отдельной Тверской областью, которая сама из себя маленькая и ничего не представляет. Она не сможет просто выжить. А координация это сможет в этом случае. Поэтому единственное, некоторые говорят такой момент, что когда Россия должна распасться на все субъекты, только в том случае, что она должна вот распасться, условно каждая признается независимой, а потом уже все они, кто как хочет, так и объединяются, условно. То есть, но это не говорит о том, что сразу же все поставили на границах каких-то там бойцов своих, никто никого никуда не пускает. Но это нереально. Поэтому я думаю, что только вот в этом случае. Но Ну, здесь у меня слушай, ты вопрос представляешь другой. себе Вот, хаос вообще, вот хаос, который может возникнуть на этой территории, если вдруг все, вот каждый субъект федерации объявит о том, что он независим, и дальше все каким-то образом будут договариваться. Вот как ты себе это представляешь? А в чем хаос? В чем хаос? Ну, люди как ездили друг к другу в гости из Тверской области в Московскую область, так и будут ездить. Никто никого. Там же это же не означает, что каждый должен друг с другом сразу начать воевать. Какие-то свои вооруженные силы должны сразу состояться. Я не думаю, что так оно будет. Люди достаточно, у нас здравое население. Единственное, если только к власти не придут какие-то реваншистские силы типа Стрелкова-Гиркина, которые пытаются все вернуть взад. Вот. А так, кроме против них, но никто не будет, башкиры не собираются против татар воевать, башкиры не собираются воевать против челябинцев, которые на соседние, там, или екатеринбургцев. Зачем? Нам выгодно торговать. Я думаю, что могут возникнуть очень большие проблемы, в том числе потому, что, ну, смотри, возьмем, например, национальные республики. Во многих из них смешанный состав населения. Тот же Башкортостан, Башкирия. Там три крупнейшие общины – башкирская, татарская и русская. В случае отделения от России я, например, не знаю, какую политику будет проводить башкирское руководство по отношению к русским. Вполне возможно, что это будет какая-то дискриминационная жесткая политика. Она может стать противодействием, могут начаться гражданские конфликты. Все это может перерасти в том числе и в гражданскую войну. И примеры такие мы знаем. Вот вспомни Боснию, в которой было тоже три крупнейшие общины – мусульманская, хорватская и сербская. Когда она отделилась, все это привело к гражданской войне внутри, к которой еще и присоединились внешние силы и активно в ней участвовали. То же самое возможно и в других России. Когда я слышу от деколонизаторов, допустим, из Бурятии или из Якутии, вот мы отделимся, мы возьмем власть и будем все решать, мне интересно, вот кто именно будет решать и в чьих интересах. Вот скажем, что будет с русским населением республик, какой у них будет статус, на что они будут иметь право, на что они не будут иметь право. Меня это очень вызывает сильное беспокойство, потому что я все-таки сам русский человек, и даже русский националист, пусть и не радикальный, но тем не менее. И для меня это очень серьезный вопрос. А что касается других регионов, ненациональных, понимаешь, я просто знаю жизнь, я знаю Россию достаточно хорошо, и мне кажется, что в случае неконтролируемого распада в главе этих республик окажутся совсем которых бы мы хотели там видеть. Не представители прогрессивной демократической общественности и даже не представители национально-освободительных сил, а те, кто имеет реальный ресурс. А кто имеет реальный ресурс в России на местах? Менты, чиновники, бандиты, ФСБшники и так далее. Большое опасение, что их вновь
созданных государствах будут превалировать вот такие силы. Они будут диктовать условия, а вовсе не представители какой-то творческой нации или иной. Но распад, вот ты спрашиваешь, почему я против? Мне кажется, что распад породит больше проблем, чем преимуществ. Ну, вопрос действительно очень дискуссионный, потому что, ну, во-первых, начнем, вот про Башкортостан возьмем, да, три крупных этноса, все правильно, но как право башкир на самоопределение? Вот как быть в этом случае? А, ну, получается, что как много веков Башкортостан является, ну, можно сказать, колонией центра Москвы, или до этого был Санкт-Петербурга. У нас выкачивались из нас ресурсы, к нам приезжало огромное количество населения, которое мы не приглашали. Сейчас это население в итоге даже превалирует над коренным населением. И в итоге получается, что когда наступит момент, когда мы сможем создать независимое государство, вдруг выясняется, что вот русское население, которое живет в Республике Башкортостан, против. И что теперь делать башкирам? Что делать бурятам, которых 36% в результате массовых переселений русских, которых сейчас стало более 60%? Они не имеют права на создание своего независимого государства. Как быть? Но вот смотри, мы же свое мнение высказываем, правильно? Ну, конечно. Каждый из нас может быть... Вот я просто свое мнение высказываю. Я его не навязываю, но, тем не менее, пытаюсь донести до тебя, до других наших слушателей. Давай начнем с права на самоопределение. Вот оно зафиксировано в некоторых международно-правовых актах, но нигде не говорится жестко, что право на самоопределение подразумевает собой именно отделение. Ты можешь потом перепроверить специально и устав ООН, и другие международно-правовые акты, касающиеся этого вопроса. Я говорю точно совершенно. Я этим вопросом занимался. Право на самоопределение вплоть до отделения не фигурирует в международно-правовых документах. Это первое. Право на самоопределение может реализовываться в разных формах. Автономии, политического представительства, сохранения языка и развития культуры и так далее и тому подобное. Вот так это раскрывается во многих документах. А дальше, если говорить о международной практике, вот смотри, большинство стран мира не подразумевают право на сецессию. Вот возьмем демократические европейские государства. Франция демократическая страна? Да. Демократическая. Там нет права регионов на сецессию. Испания демократическая страна? Да, но они Демократическая. не федеративные. Там Это не совершенно разные. федеративная, там нет права на сецессию, Да. причем это окончательно установлено после каталонского прецедента. Возьмем Германию, Федеративную Республику Германии. Там не предусмотрено право на сецессию земель, несмотря на то, что земли обладают огромной самостоятельностью и автономией. Да, но там один народ Италия. живет. Италия то же самое. Возьмем Соединенные Штаты Америки. Вот как бы Рим нашего времени, да, страна, на которую смотрят многие либералы, многие западоориентированные люди и даже представители национально-освободительных движений. Вот в США, в Федерации, про которую все время говорят, что она состоит из отдельных штатов, то есть государств, права на выход штата из Федерации нет. Можешь перепроверить. Бразилия, Федерация, Да. права на выход нет. И так далее и тому подобное. Хорошо, Европа, Америка, ладно, отложим в сторону. Возьмем Азия, Турция, светоч тюркских народов. Многие ориентируются на Турцию, говорят, что Турция замечательная страна. Права на сецессию в Турции нет. Курдский вопрос, например, до сих пор подвешен. Курды не могут создать свое национальное государство до сих пор. Многие десятилетия шла борьба, и тем не менее этого не произошло. Китай нет. Индия, Федерация нет. Ну и так далее и тому подобное. В большинстве стран мира права на сецессию не существует.
И когда я говорю, что я сторонник сохранения единства, я в этом вопросе следую международной практике. Практике абсолютного большинства стран мира, кроме очень немногих. Ну, по-моему, в Эфиопии есть закрепленное право на выход, там в ряде других стран. Но в большинстве стран этого нет, в том числе демократических. И а как с правами других народов на самоопределение? Вот у меня возникает вопрос. Вот есть каталонцы в Испании, они считают себя отдельным народом. Но Испания не дает им отделиться, и это не вызывает, обрати внимание, никаких вопросов у международного сообщества. Никаких претензий по этому поводу. Даже после силового решения вопросов в Каталонии с каталонской оппозицией, которая проводила референдум. Никаких претензий Испании. И это касается многих других примеров. Почему? Потому что существует принцип территориальной целостности наряду с принципом самоопределения народов. Это два самых конфликтных принципа в международном праве. На тему столкновения этих принципов написана диссертация. И этот вопрос так и не разрешен. Он находится, на самом деле, в подвешенном состоянии. Вот вроде бы право на самоопределение есть, и в то же самое время есть право на территориальную целостность, и большинство государств свою территориальную целостность пытаются охранять и сохранять. Понимаешь? Данил, я отвечу. Поэтому, когда Я ты, отвечу. когда ты спрашиваешь меня, как быть башкиром с национальным самоопределением или как быть бурятом и так далее, я считаю, что народы имеют право на национальное самоопределение, но для этого не обязательно распадаться на разные государства. Для этого есть другие формы автономии, национальное представительство, сохранение развития культуры, языков и так далее, и тому подобное, и прочее, 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 в соответствии с международной практикой. Если ты посмотришь на карту Европы, там огромное количество есть территорий с особыми статусами, языком, поддержкой языка там, и развития в школах, университетах, в печати, на уровне органов государственной власти и прочее, прочее, прочее. То есть развал – это не обязательная опция для национального самоопределения. Это первое. А второе, вот мне хочется все-таки понять, вот я задаю вопрос тебе как представителю башкирского национального движения. Скажи, пожалуйста, все-таки, во-первых, как вы намерены решать вопрос с отделением от России, в каких формах? И второе, что вы намерены делать с представителями других крупных национальных общин, в том числе русской? Прежде чем ответить, я как бы вот сперва отвечу на твой первый часть твоей речи по поводу права нации на самоопределение. На самом деле там написано, что есть право нации на самоопределение вплоть до создания своего собственного государства. И даже там прописано, я сейчас дословно не помню, но там если даже считается, что отсталый народ в чем-то там экономически отсталый, это не мешает тому, чтобы он создал свое собственное независимое государство. Это первое. Да, я согласен, что право нации на самоопределение и право территориальной целостности очень сильно идут в конфликт, и сейчас большинство стран придерживается именно права территориальной целостности. Но, насколько мы знаем, что вот на сегодняшний момент в мире закреплено так, что те, кто контролирует территорию, с теми и разговаривают. Вот берем югославский конфликт, когда он начался, кто спровоцировал югославский конфликт? Сербы. Самая большая нация, которая решила сохранить всю территорию, не давая как бы другим отделиться. Все это привело к тому, что то есть даже там изначально даже и не хотели отделиться. Мы помним, что там изначально пытались договориться, как-то сохраниться, но в итоге реваншистские, имперские настроения сербов, они привели к тому, что республики начали отделяться. Кто-то мирно отделился, кто-то кроваво отделился. Но в любом случае сейчас это независимое государство, и там достаточно комфортно живут люди. Никаких войн, все маленькое государство, которое живет для себя и ради себя. Что касается Башкортостана, то я считаю, что у нас есть проект будущего независимого Башкортостана, как мы видим его в будущем. И по нашему проекту
у нас будет сделано так, что вот, ну, условно, один из таких самых важных, наверное, это языковой вопрос. Ну, допустим, вот у нас будет сделано так, что единственный государственный язык будет башкирский. Русский язык будет иметь статус официального языка на 30 лет. Примерно 30 лет, чтобы за это время выросло поколение людей, которые могли бы... Почему на 30 лет? Потому что сегодня все сферы деятельности в республике, все на русском языке. Башкирский язык до такой степени задавлен к сегодняшнему моменту, что он не представлен нигде и ни в чем. Хотя у нас еще недавно изучали физику, алгебру, геометрию на башкирском языке в школах. Вот сейчас этого нету. Так вот, чтобы вырастить специалистов, нужно поколение, которое обучалось бы на башкирском языке. Не изучало бы башкирский язык, а обучалось бы на башкирском языке. Вот, и получало бы образование. Поэтому, но в местах компактного проживания тех или иных народов у нас будут официальные языки. Обучение, начиная с детского сада, заканчивая выпускных даже институтов, если это возможно, на родных языках. Татарский, башкирский, чувашский, марийский. Кстати, мне очень нравится, почему я так в своем проекте писал, именно как все это делается в Литве. В Литве есть русские школы, есть украинские, белорусские, польские школы, где обучение ведется на этих языках, но экзамены сдаются на литовском языке. То есть человек, закончив школу, он владеет своим родным языком, он уже в совершенстве знает литовский язык как государственный язык, ну и плюс еще дополнительный язык английский. То есть люди выпускаются со школы двух-трехязычные и прекрасно живут. Поэтому мы не собираемся и кого-то изгонять, что-то такое. Зачем нам это? Мы понимаем прекрасно, что то государство, которое начинает с войны свою независимость, с внутреннего конфликта, оно, как правило, в экономическом своем плане далеко рушится. Что касается самоопределения в рамках автономии, но мы в это просто уже больше не верим, потому что башкиры подписывали 3 раза договор. Башкирские рода подписывали с Иваном Грозным договор, который обещали выполнять. Потом Заки Валиди, наш лидер, в 2017 году подписывал с Лениным договор, который обещали выполнять. Потом Муртаза Рахимов, первый президент, подписывал с Ельциным договор, который обещали выполнять. Но все 3 раза в одностороннем порядке эти договоры нарушались со стороны федерального центра, со стороны центра Москвы. И с каждым разом башкирский народ оказывался в худшем положении, чем мы были до этого. У нас нет веры, что в следующий раз мы подпишем с вами какой-то очередной договор, нам дадут каких-то полномочий, как Певчих говорит, отсыпем вам полномочий. И через условные 10-20 лет не придет Путин-2 и не заберет все обратно. А наш башкирский народ к сегодняшнему моменту дошел до такой степени ассимиляции, манкуртизации, невладения своим родным языком, когда у нас дети уже в деревнях, в башкирских деревнях не разговаривают на башкирском языке, а разговаривают на русском языке. В результате того, что башкирский язык просто полностью исключен из сферы образования. Остался 1 час в неделю, и это считается еще, это же государственный язык. Поэтому у нас нету времени. Я считаю, что вот я написал книгу «Путь к свободе», я считаю, что я там обосновываю, что у нас осталось примерно, ну, может быть, 30 лет, от 30 до 50 лет, когда мы перешагнем тот рубеж, который, я, кстати, знаю, что перешагнули уже некоторые народы сегодняшней Российской Федерации, национальных республиках. Тот рубеж, когда нам уже не нужно будет никакой независимости, никакого самоопределения, ничего не надо будет, потому что мы станем, как можно сказать, Ивана непомнящими, которым мы смиримся со всем, мы потеряем свой язык, свою культуру, свои традиции, превратимся в такой сувенирный народ. Вот чтобы вот этого не произошло с моим народом, мы готовы сейчас использовать максимально тот шанс, который сейчас выпадет к нам вот в результате всей этой катастрофы, которая сейчас идет с Россией, и Путин это начал, эту катастрофу. Поэтому нам нужна независимость. Почему нам нужна независимость? Потому что мы видим, как соседние национальные бывшие союзные республики прекрасно живут. И даже примеры Туркменистана и Таджикистана ни о чем не говорят. Они ни с кем не воюют, они растут в численности, они все укрепили свой язык. Да, у них какая-то форма есть диктатуры, но у них есть шанс, следующее поколение, что будет демократия, и они будут развиваться. У нас, если мы останемся в составе России, такого шанса нету. Вот и все.
С каждым из этих пунктов можно поспорить при желании и наличии времени, но не хочу совсем спорить. Тем не менее, ты все-таки не ответил на одну часть моего вопроса. Каким конкретно образом вы собираетесь осуществить выход из Российской Федерации? Каков механизм этого процесса? Почему я спрашиваю? Потому что... Механизм будет такой. Да, Даниил, Давай, механизм рассказывай. будет такой. Не будет никакого референдума. Будет собрано национальное собрание, которое будет состоять как из башкир, так и представителей других народов, которые, либо это парламент сегодняшний, который будет, соберем всех депутатов, они объявят о независимости. Если они откажутся это делать, значит будет собираться национальное собрание, которое объявит об этой независимости. Будет переходной период, и все. Никакого референдума не будет. Объясню, почему не будет референдума. Потому что сама Россия на сегодняшний момент существует без какого-либо референдума. Просто потому, что депутаты объявили о независимости. Какой референдум проводился? Нет, не проводился. И почему мы должны проводить обязательно референдум? Все. И мало Ну, того, то ну, есть вот берем вы у Татарстан. населения Татарстан собственной республики, да, спрашивать не будете. нет. Не будем, потому что население в сегодняшний момент оболванено пропагандой до такой степени, что они боятся, они не верят в себя. Вот эта выученная беспомощность десятилетиями, столетиями внушалась нашему народу, как и другим народам, что мы не сможем справиться с независимостью, что мы обязательно зависим от старшего русского брата, что он нам все построил, нам все дал, нас всему научил. Вот этого нам внушалось веками. И сегодняшнему моменту, вот почему получилось в 91 году максимально свободно? Потому что был переходной период, наверное, с 85 года, когда началась перестройка, до 91 года, когда отпускались постепенно, скажем, там все вот эти вот жесткие законы, когда открывались архивы какие-то, создавались какие-то общественные организации, постепенно потепление вот это привело к тому, что люди раскрепостились и начали говорить то, что они думают. У нас такой сейчас возможности нету. Все закручено, двоемыслие и так далее. Поэтому, как только все рухнет, мы не будем играть в какую-то демократию, которой на самом деле нету. Сейчас, если дать демократию людям, которые никогда ее не видели, они изберут тут же Гиркина 2, ну, условно, республиканского масштаба. И у нас действительно тогда будет самая настоящая диктатура, которую все так боятся. Поэтому к власти должны прийти националистические силы, патриотическо-националистические силы, которые хотят блага всем жителям нашей республики, которые хотят видеть мирный Башкортостан, но независимый. Ну, то есть, смотри, получается, что вы не собираетесь спрашивать мнение жителей собственной республики о независимости, первое. Вы собираетесь, судя по всему, проигнорировать мнение других национальных общин, кроме башкирской, второе. Вы собираетесь явочным порядком установить власть националистических сил, то есть этнократию, в принципе, это третье. И каким-то образом вы после этого думаете, что построите демократию в Башкирии. Тебе не кажется это сомнительным? Не будет демократии первое время. Я даже как бы официально в своей Ага, книге об этом пишу, что да. первое время будет автократия, мягкий авторитаризм, потому что люди, действительно, общество больное, которое у нас много людей, которые действительно путинисты, которые вернули бы 100%, вернулись бы под власть Москвы. А нам это не надо. Я еще раз говорю, у нас здесь стоит жизнь народа, целого народа, который может просто исчезнуть как народ. И здесь действительно надо будет поступать радикально. Еще раз говорю, что Россия сама не объявляла референдум. Какое она право имеет требовать с кого-то референдум? Да и Татарстан, который Я же не требую, захватили, Руслан, я спрашиваю. Татарстан, Ты который пойми, захватили, я его же ничего не не через требую. референдум Я в спрашиваю. Москву, в московское государство втащили. Без референдума, не спрашивая. Почему сейчас татары должны спрашивать про какой-то референдум?
Ну, получается, что националистические силы возьмут на себя полномочия, не спрашивая у собственного народа по представительству его интересов. Правильно? Да, именно так. Но у нас вот, ну, вот берем наш комитет башкирского национального движения за рубежом. У нас есть Так. татары, у нас есть русские, поэтому у нас есть разные народы. Точно так же есть татары, русские, чуваши, марийцы, которые точно так же хотят независимый Башкортостан. Потому что мы не собираемся устраивать какой-то, я не знаю, там, тоталитарный диктаторский режим одной этнократии. Нет, абсолютно. Но у нас будет национальное государство, потому что башкиры имеют право на самоопределение вплоть до создания своего собственного независимого государства. Все. Все остальные народы будут жить так, как сейчас живут в Литве русские, поляки, так, как живут в Латвии, в Эстонии. Все, точно так же. Яркие примеры, вот они Но, рядом же. смотри, Литва, Латвия, Эстония очень разные примеры, потому что в Литве, например, русским и полякам всем выдали гражданство, был выбран так называемый нулевой вариант. В Латвии, в Эстонии поступили иначе. Вот вы как собираетесь сделать? Конечно, всем будет гражданство. Всем, мало того, там... Почему я говорю, что мы сможем? Потому что у нас есть все условия для создания и существования отдельного независимого государства. У нас хорошая, сильная промышленность. У нас многочисленные ресурсы, природные ресурсы. У нас хорошее сельское хозяйство. У нас красивая природа, то есть туристический потенциал хороший. У нас есть условия для того, чтобы создать хорошую жизнь всем народам, населяющим. И я знаю, что на сегодняшний момент есть пятый пункт, очень важный, который, может быть, на сегодняшний момент стал важнее всех других. Это человеческий капитал. И я знаю, что русский народ – это образованный народ, культурно развитый народ. И нам не нужно изгонять его. Зачем его изгонять, когда он может жить на благо своей семьи, на благо нашей республики общей и богатеть, чем жить в скажем, в соседнем русском регионе, где будут русские марши проходить, где будут крестные ходы проходить, вот с РПЦ сегодняшний, где будет милитаристический угар и так далее. Может, ему хочется жить уже спокойной жизнью, пусть даже в национальном государстве. Как сегодня живут русские в Казахстане и не хотят приезжать в никакую Россию, потому что Казахстан уверенно прет, хотя это национальное государство. И на момент отделения Казахстана казахов было 39% всего, а русскоязычного Я населения знаю. было 51%. Прекрасно живут. Ну, вот смотри, ты сам сказал, что вы фактически установите диктатуру, мягкий авторитарный режим. Вы сколько ее собираетесь продержать и когда от нее отказаться? Я думаю, что когда мы проведем все законы, которые бы укрепили бы нашу независимость, создание армии, люстрация всех там, тех людей, которые принимали решения, от которых страдали люди, умирали, сажались в тюрьму, там, отнимались имущество какое-то, бизнес и так далее. То есть люстрация, открытие архивов, проведение законов, еще раз говорю, которые бы вот укрепили бы именно положение нашего независимого Башкортостана. Я думаю, что на это плюс, я думаю, что нам нужно поработать с тем, чтобы освободить сознание нашего населения от путинизма, от рашизма. На это нужно время, я думаю, что минимум 10 лет. Ну, слушай, я понимаю, о чем ты говоришь, это позиция националиста, да, но это не позиция демократа, это не является демократической программой, согласись. Конечно. Отказ от референдума, отказ учитывать мнение людей, навязывание своей повестки. И, кстати говоря, а если люди начнут этому сопротивляться? Вот ты говоришь, много в стране, в регионе путинистов, просто плюс разные национальные общины. Вот, например, будет оказано какое-то сопротивление вашими людьми, которые не согласны. Вы что будете делать? Вот митинги начнут проводить, демонстрации, забастовки, я не знаю, и так далее. Будем смотреть по факту, скажем так. Пока я не могу ответить на этот вопрос. Но я бы хотел тебе задать вопрос, который вот мы начали и не закончили, по поводу русского государства. Вот в своей книге в этой я пишу о том, что для нас было бы выгодно, чтобы было бы создано отдельное русское государство, где русские бы
Вот, ну, примерно на территории сегодняшнего федерального округа. Даже пусть, если это будет вот без всех национальных республик большая эта территория, хотя я сомневаюсь, что она сохранится так, но если бы было бы компактное русское государство на пределах сегодняшнего Центрального федерального округа, где проживает от 40 до 60 миллионов, ну, примерно сейчас 40 миллионов, плюс с учетом того, что если бы туда приехали бы другие русские, еще там примерно 60 миллионов, и данная территория была бы в 2 раза больше, чем Германия, в 1,5 раза больше, чем Франция. Вот русское национальное государство. Ты рассматриваешь такой вариант? Потому что вот условно как Турция, про которую ты сказал, это тоже, у них тоже было то, что когда турецкие националисты осознали, что вот это вот османский этнос, многонациональный, он разрушает турецкий этнос. Турецкий этнос, мультикультурализм, он разрушает вот именно турецкий этнос. И они по ходу всех вот этих вот революций, войны и так далее, они пришли к выводу, что лучше отказаться от всех завоеванных колоний, от Румелии, кстати, родине Ататюрка, и остаться вот в Анатолии, создать национальное государство. Все прекрасно. Да, там есть вопрос с курдами, конечно, я согласен, хотя я считаю, что курды тоже должны получить независимость. Вот как вы смотрите, русские националисты, я понимаю, что либералы против создания там отдельного русского государства, но русские националисты как смотрят на создание отдельного русского этнического государства, где бы вы, как же сказать, реализовали свое право на самоопределение? Они рассматривали бы всю Россию как свой дом, свою территорию, где бы вы могли бы диктовать условия нам? Ну смотри, во-первых, я считаю, я повторю, что в интересах русского народа все-таки сохранить территориальную целостность России в идеале, если это получится. Второе, если это не получится, то у меня вопрос, а почему только Центральный федеральный округ должен входить в состав русского национального государства? А Я Сибирь условно, или ее условно. значительная часть, в которой проживают компактно русские, а Дальний Восток, та часть, в которой компактно проживают русские, разве они не могут войти в русское национальное государство? Почему? Ну и, наконец, отвечая все-таки на твой вопрос, в том случае, если территориальное единство России сохранить полностью не удастся, да, тогда я считаю наиболее оптимальным вариантом создание русского национального государства в пределах компактного проживания русского этноса. Я считаю это наиболее Хорошо. рациональной опцией в том случае, если Россия действительно не сможет сохраниться. Ну, по-моему, она к этому и идет. Чем дольше идет война, насколько, на мой взгляд, вот если бы война закончилась бы в первый год, никаких бы шансов у нас, у национальных движений, не было бы на создание отдельных независимых государств. Но так как 4,5 года уже идет война, и вообще идея независимости уже проникла достаточно глубоко в массы народов, первое. Плюс экономика до такой степени России ослабла, плюс война, я думаю, что все идет к поражению России. Поэтому эти условия, я думаю, будут созданы самые такие благоприятные для того, чтобы образовались новые независимые государства. Мы будем использовать этот шанс. Но Так. знаешь, в чем проблема? Вот я тебе скажу в качестве контртезиса, просто откровенно, в чем может возникнуть проблема. Если в каком-то виде Россия сохранится как единое государство с достаточно сильным федеральным центром, и вы будете настойчиво проводить свою программу самоопределения вплоть до отделения, причем в том виде, как ты рассказал, что национальные башкирские силы возьмут власть и просто как бы примут такое решение, вы рискуете вступить в борьбу, причем такую борьбу одинокую и обреченную со всей империей, как вы называете Россию. И эта борьба может иметь очень печальные последствия. Я хочу тебе напомнить, например, про чеченский прецедент, когда Дудаев пошел на то, чтобы в одностороннем порядке выйти из состава Российской Федерации. Ты знаешь, чем это закончилось? 2 чеченскими Да. тяжелейшими войнами, огромными потерями, в том числе для чеченского народа, и в итоге все равно оккупации, понимаешь? Вот ты этот риск учитываешь? Дело в том, что вот именно что национальные сегодня движения учитывают прошлое Чеченской Республики, которая осталась 1 на 1 с империей. Но на сегодняшний момент
есть не только Башкортостан, рядом есть Татарстан, который также хочет независимости, там дальше Чувашия, Мариэл, там на юге Чечня, Ингушетия, Дагестан, там Саха, Якутия, Бурятия и так далее. То есть нас много, и мы все хотим независимости. Поэтому не будет такого, что Башкортостан останется один на один, а остальные спасуют Руслан, или там это согласятся. идеалистический взгляд. Даже в 90-х годах, когда все сыпалось просто, все сыпалось, когда рассыпалось государство, Чечню не поддержал никто. И почти никакие другие национальные республики не пошли по этому пути. И в итоге чеченцы оказались один на один со всей этой громадиной империей. Результат известен. Потому что не было опыта того, что Российская Федерация, которая обещалась быть прекрасной Российской Федерацией, превратилась в того монстра, в которого она превратилась. И те беды, которые на сегодняшний момент башкиры испытали за эти 35 лет, как я уже сказал, и по практическую потерю языка, и потерю в численности, и манкуртизацию населения, это мы все пережили, и у нас есть опыт. Поэтому этот опыт прошли все республики. Да, у каких-то республик, я думаю, что нету шанса. Ну, так, допустим, у Карелии, мне кажется, нету шансов. Их там всего 5%. Хотя они тоже имеют право на самоопределение. Или там, условно, я не знаю, хакассы. Тоже очень, очень слабое национальное движение. Но у тех национальных движений, у которых есть масса населения, ну, башкир 1,5 миллиона, у которых есть сильное национальное самосознание, мне кажется, таких тоже немало. И если мы одновременно все заявим о своей независимости, у Москвы не будет сил всех нас завоевать, вернуть обратно. А если Поэтому, все-таки нет? Вот так, представьте себе такой вариант, что вот вы заявляете, какой-нибудь комитет освобождения Башкирии заявляет, а комитет освобождения Татарстана не заявляет. А в России я в это у не власти верю. уже кто-нибудь типа Гиркина, например. Представляешь себе такой вариант? Ведь это катастрофа. Кстати, я рекомендую вот мою книгу прочитать. Там я разные варианты сценария расписываю. Кстати, есть тот вариант, который, как ты говоришь, что Гиркин. Да, если будут силы у власти такие милитаристские, которые удержат, чекистский режим удержит власть, мы не будем никуда отделяться, мы будем ждать следующего момента, потому что этот режим все равно долго не продержится. Ну, 20 лет, ну, 30 лет. Выдержим, соберемся, подождем. Но дальнейший крах, следующий крах будет еще масштабней. Поэтому все хорошо. Главное верить в независимость. Мы просто его очень сильно хотим. Как когда-то русские хотели освободиться от ордынского ига, условно. Вот и все. Понятно, я понял твою позицию. На этом тогда закончим, Данил. Приятно было пообщаться. Я думаю, что Взаимно. если как бы есть желание и в дальнейшем также общаться. Спасибо большое за участие. Можно, хотя позиции уж очень далеки друг от друга. Все равно нужно разговаривать друг с другом. Да, согласен, согласен. На этом Спасибо. все. До свидания. Спасибо, Данил. Всего доброго.